Всем здравствуйте! Не знаю, насколько меня уже видно, слышно. Буду признательна я знаю, не буду, как всегда, плюсик, что угодно, чтобы я была уверена, что можем начинать. Отлично. Первые плюсики, потому что иначе, понимаю, меня видно, слышно. Если кому-то не слышно, не видно, значит, что-то с вашими компьютерами. Так как сегодня пятница вечер, я понимаю, у многих могут быть планы, поэтому предлагаю начать пунктуально. Запись этого вебинара сделаем, поэтому, думаю, не имеет смысла ждать. Всем, кому нужно, актуально, думаю, присоединиться. Меня зовут Татьяна, думаю, с описания вы поняли, да, что сегодняшний вебинар будет о юридических моментах, и, может, сразу оговорка, да, все, что сегодня буду рассказывать, это общие принципы, это общие правила, поэтому если вы не найдете вопрос, ответ на свой вопрос, это, нужно всегда потом уточнять индивидуально, да, чтобы вы, не брали во внимание, что если что-то я сегодня сказала, значит, это всегда так. Нет, в праве, как и в жизни, в каждом правиле есть исключение. Поэтому сегодня моя задача показать вам определенные шаблоны, да, определенные формулы, чтобы после этого вебинара для меня важно, чтобы осталось в голове, не знаю, если какой-то нюанс, чтобы загоралась такая красная лампочка, чтобы знали, что здесь нужно обратить внимание на определенные моменты. Вебинар построен в такой форме. Буду использовать, можно сказать, вымышленных героев Саша и Маша. Буду рассказывать о их жизненных, не знаю, ситуациях, чтобы так лучше уложилась информация в голове, потому что понимаю, что юридическая информация, особенно вечером, она не всегда может укладываться таким образом, что осталось в голове. Предлагаю начать. И да, начинаем уже непосредственно рассказ о юридических приключениях Саши и Маши, то есть те герои, которыми я сегодня буду пользоваться. Есть у нас пара, Саша и Маша, которые приняли решение переезд в Польшу. Да, я так подозреваю, что многие из тех, которые меня сейчас смотрят, часть еще находится на территории Беларуси, только планируют переезд в Польшу, часть уже переехали в Польшу, поэтому постараюсь сегодня рассказать, чтобы для каждый что-то взял для себя. Итак, приняли решение переезд в Польшу и начали искать информацию, как это сделать правильно, да, начали спрашивать у своих знакомых, спрашивать какие-то юридические консультации. И тут сразу хочу обратить ваше внимание, в Польше, к сожалению, да, сейчас много есть лиц, фирм, которые дают, можно сказать, юридические консультации, да, и помогают, только будьте осторожны, важно, хочу, чтобы вы знали, кто такой в Польше юрист, да, юрист, в принципе, это человек, который закончил юридическое образование в Польше, да, и после того, как человек заканчивает юридическое образование, да, и если хочет дальше развиваться, то он идет это называется в Польше аппликация, становится либо радца правный, либо адвокат, да, это те люди, у которых уже полный спектр полномочий, который может представлять ваши интересы в суде, у которого есть тога, печать, и почему важно это понимать, да, что если вы ищете действительно юриста с полным спектром полномочий, то, пожалуйста, уточняйте, это человек радца правный или адвокат, да, в определенных случаях может не быть такой необходимости, но все равно, чтобы было представление, да, кто это такие, что если кто-то говорит, что он юрист, то уточните, что он имеет в виду под этим словом, да. Возможно, я часто встречала ситуацию, что кто-то говорит, что он юрист, потому что закончил, например, университет в Минске, либо университет в Киеве. Конечно же, он юрист, да, только
у него нету полного спектра полномочий на территории Польши. И тут важно, чтобы было это понятие, чтобы вас не вводили в заблуждение, да. То есть слово «само юрист» – это недостаточно, да, как бы нужно уточнить, что дальше, какие еще у него есть полномочия. И тут либо рацеправный, либо адвокат с точки зрения вас как клиента абсолютно не имеет значения, да, к кому вы идете. Главное, чтобы просто человек вам подходил, да. Рацеправный адвокат, у них такие же самые полномочия. Что еще важно, почему я рекомендую работать именно с юристами, во-первых, это юридическая тайна, да, все, что вы расскажете своему юристу, который, как я уже сказала, рацеправный либо адвокат, остается между вами, да, это те люди, которые долго учились все равно и постоянно дальше учатся, ну и еще тоже момент, что все равно определенные принципы этики их обязывают, оказывать услуги на другом уровне, нежели просто человек, который который только делает вид, что, можно сказать, он юрист, и много таких, особенно касается это карт побыта, да, очень много здесь юристов, будьте с этим осторожны. Я не знаю, возможно, сделаем так, что я эти презентацию вам хотя бы частично вышлю, да, и здесь есть ссылки, в которых вы всегда, вписывая просто имя, фамилию, можете проверить, насколько действительно этот человек является адвокатом, либо рацеправным, либо нет. Всегда, лучше это сделать. Итак, допустим, наши Саша и Маша, наши герои действительно связались с юристом, с рацеправным, либо с адвокатом, чтобы узнать всю информацию детально, связанную с переездом в Польшу. И сразу вопрос касательно карты поляка. Я думаю, для многих актуален. В нашем случае у Саши была карта поляка, и в чем плюсы этой карты поляка? Я сразу хочу сказать, что, возможно, часть информации, которую буду говорить, для некоторых она базовая, все знают, но так как я не знаю, кто меня смотрит, мне нужно рассказать о всем. Итак, карта поляка – это супер вещь, которая очень нам может помочь в жизни и в работе в Польше. Во-первых, нам с карты поляка не нужно иметь разрешение на работу, да. Во-вторых, мы можем регистрировать ИП, то есть działalność gospodarczą, тоже без всяких проблем. Можем учиться в Польше, понятно, там скидки на поезд, это уже второстепенные вопросы. Но самое основное, что с картой поляка идем, получаем визу на год без всяких вопросов, приезжаем в Польшу, допустим, можем сразу подать на карту постоянного пребывания. Спустя год на основании жизни в Польше, на основании карты постоянного пребывания, мы можем подавать на гражданство. То есть я бы сказала, что имея карту поляка, это самый быстрый способ получить гражданство в Польше. Маша у нас, второй наш герой, она без карты поляка. И тут, думаю, что же хотелось бы сказать несколько моментов для тех, если у вас нет карты поляка, то подумайте, может, все-таки имеет смысл как-то поднять свои документы, да, документы своих родителей, бабушек, дедушек, может, будет основание ее получить. Во-первых, нужно показать вот эту вот связь со всем, что связано с польским языком, знать язык, да, и если вы докажете, что у вас есть польские корни, да, то есть это нужно как минимум, чтобы один из родителей, либо один из, можно сказать, бабушка или дедушка были поляками, либо также, если прабабушка, прадедушка, тогда нужно чтобы было двое, да, то есть либо достаточно, чтобы бабушка, либо прабабушка и прадедушка, у них были польские корни, либо, что тоже важно, об этом мало говорится, что если у вас нет корней, но если вы представите свидетельство, да, польской организации, которая подтвердит ваше активное участие в деятельности, связанной с польским языком, с культурой, польской, и в принципе все, что связано с Польшей, и что ваша деятельность была как минимум в течение 3 лет, у вас также будет возможность получить карту поляка. Поэтому те люди, которые считают, корней нету, все, вопрос поляка закрыт, подумайте, насколько возможно. Конечно, это больше для тех, кто еще находится на территории
на территории Беларуси, чтобы как-то активно участвовать в различных таких организациях, и это тоже будет основанием для получения карты поляка. Конечно же, решение будет принадлежать консулу, но не только корни, да, то есть главная моя задача вам сказать, что не только корни имеют значение. Тоже для тех, кто уже находится сейчас, да, я так понимаю, большинство меня смотрит граждане Республики Беларусь, для вас, можно сказать, такой особый режим предусмотрен, то, что на карту поляка можно подать здесь, на территории Польши, до воеводы Подляskiego. И, думаю, это особенно актуально тем, которые сейчас находятся в Польше и по различным причинам не могут выехать на территорию Беларуси, то рекомендую, безусловно, воспользоваться такой возможностью. Все есть на сайте. Знаете, что в Польше граждане Беларуси тоже могут подать заявление на получение карты поляка. И прямо в законе прописано, что речь идет о гражданах Республики Беларусь. Итак, так как я сказала, у нашего Саши была карта поляка, то есть Саша без проблем идет в консульство, получает визу, приезжает в Польшу, и разрешение на работу ему не нужно. Когда уже человек приезжает в Польшу, как я уже сказала, можно сразу подать заявление на карту постоянного пребывания. Да, на польском это карта стałego pobytu. И на что тут хочу обратить внимание, потому что согласно закону эту карту постоянного пребывания может получить человек, который имеет важную карту поляка и собирается, можно сказать, остаться на территории Польши на постоянно. И вот это вот вторая предпосылка, то, что я обозначила красным цветом, она очень важна, потому что я на своем опыте столкнулась с двумя отказами на получение карты побыта, именно ПМЖ, да, то есть на длительный период, несмотря на то, что была карта поляка, потому что люди не совсем хорошо описали и показали органу, что они собираются тут остаться на постоянно. Поэтому важно, да, когда заполняете сами заявление, либо это делает кто-то за вас, то побеспокойтесь, чтобы действительно как можно больше дать документов, как можно больше дать фактов, которые будут подтверждать, что вы хотите тут остаться. Потому что последний случай, карта поляка и, например, договор аренды на неограниченный срок, но не хватило для того, чтобы такую карту получить. Орган сказал, то, что даже договор аренды на неограниченный срок в Польше не доказывает того, что человек хочет здесь остаться. Конечно, можно с этим спорить и потом вносить всякие обжалования, но лучше сразу дать комплект документов. Идеально, когда это работа, идеально это когда учеба, да, и в принципе описать свою ситуацию, не пренебрегаем этим. Что тоже важно, если у нас есть карта поляка, и мы подали на карту постоянного пребывания, мы можем тоже получить финпомощь с картой поляка, да, то есть в течение 3 месяцев с того дня, как мы подали заявление на карту постоянного пребывания, мы можем подать заявление на финансовую помощь, и такая помощь нам будет выплачиваться суммарно, конечно, может выплачиваться, да, потому что решение будет зависеть от воевода, суммарно в течение 9 месяцев. Первые 3 месяца выплачивается помощь в размере 50% минимального вознаграждения в Польше. В этом году минимальное вознаграждение составляет 2600 злотых. Извиняюсь, я не совсем знаю, какой сейчас курс по отношению к белорусскому рублю, но думаю, кто интересуется Польшей, то примерно ориентируется, какая-то сумма 2600 злотых. Ну и плюс 50% от этой суммы, то есть от 1300 злотых на каждого ребенка. Начиная с 4-го месяца будет выплачиваться 60% от суммы, которая выплачивалась в течение первых 3 месяцев. Да? То есть если в течение первых 3 месяцев получили 1300, то последующие 5 месяцев, 6 месяцев, извиняюсь, то будете получать 60% от 1300, да, то есть тут главное, чтобы в эти сроки уложиться, да, чтобы вот подали на карту на постоянное пребывание и в течение 3 месяцев подаем на финпомощь. Итак, это все привилегии, связанные с картой поляк. Теперь, допустим, наш Саша уже тут приехал и думает, что здесь делать, бизнес открывать или работа, да, потому что с картой поляка есть и 2 варианта.
И давайте в первую очередь хочу вам рассказать, что такое деятельность, бизнес в Польше. Имеется в виду, не буду сейчас говорить об открытии компании, а вот просто открытие ИП. И открыть ИП в Польше могут, если мы говорим о гражданах из Европейского Союза, то могут не все, да, нужно, то есть просто если я приезжаю, допустим, с Беларуси либо с Казахстана, то я не могу открыть ИП в Польше, извиняюсь, разве что у меня, как я уже сказала, есть карта поляка, есть, либо есть карта постоянного пребывания. Но тут сразу ремарка, знаю, что уже сейчас ведутся определенные изменения в законодательстве, Да, определенные изменения в законодательстве, которые, будут добавлены определенные основания для того, чтобы открыть ИП было намного-намного проще. Потому что на сегодняшний момент, как я сказала, например, если нет карты поляка и нет карты пребывания, то может быть с этим проблематично. Если вы месячный доход на основании, то есть вопрос уже возникает, когда нужно вообще регистрировать деятельность, да, допустим, вы уже здесь в Польше. Если ваш месячный доход не превышает 50% минимального вознаграждения, то есть там на сегодняшний момент там 1300 злотых, то это не является коммерческой деятельностью, да, как бы есть еще другие предпосылки, но чтобы вы понимали, что это что-то больше. И сразу, может, здесь будут вопросы касательно, как выглядит процедура регистрации, налоги. Зарегистрировать можно даже онлайн, здесь проблем нету, регистрируйтесь. Сразу нужно определиться, хотите быть плательщиком НДС, либо не хотите быть. Налоги подоходные – это 17%, либо 32, если уже превысен порог дохода там 85 тысяч, либо сразу можете взять фиксированную ставку налога в размере 19% от дохода. И чтобы тоже было понимание, как бы не знаю, насколько налоги в Польше что-то, что вы уже, не знаю, как-то проанализировали, помним, что налог платим всегда от дохода, да, а доход это что? Это przychód минус кошты, да, то есть это przychód, это все, что мы получаем, да, все, что, это, сразу говорю, общее правило, все, что мы получаем, какие деньги, минус расходы, то есть это минус то, что мы потратили на то, чтобы получить определенную сумму, и то, что остается доход, это вот уже к этому применяем определенную ставку налога и рассчитываем, сколько будет налог. Это по хозяйственной деятельности, да. Так как у нас у Маши не было карты поляка, она не могла легко сделать визу, и поэтому решила сделать, чтобы получить визу, сначала сделать это через работу. Так как вы знаете, основная тоже такая стандартная процедура, это сначала мы получаем в Польше разрешение на работу. Думаю, все знают, что для граждан Беларуси предусмотрен тоже, не только для граждан Беларуси, в том числе России, Украины, предусмотрен упрощенный режим, он называется это oświadczenie, то есть заявление, да, когда работодатель просто говорит, заявляет о том, что он хочет трудоустроить, например, гражданина Беларуси, и такое заявление oświadczenie выдается на срок до 6 месяцев в течение года, либо можно сразу получить разрешение на работу, да, и такое разрешение максимум выдается на 3 года. После того, как работодатель это получит, он присылает это вам, вы идете в дальнейшем в консульский отдел у себя, то есть в Беларуси, да, и на основании этого получаете визы. Виза не может быть выдана на срок более чем 1 года, да, но если, например, у вас oświadczenie, заявление на 6 месяцев, то и визу вам выдадут на 6 месяцев, да, поэтому тут стоит сразу подумать, что более выгодно. Может стоит чуть подождать и сразу получить разрешение на работу на 3 года, только... Понятно, это чуть дольше длится, но, по крайней мере, у нас сразу документ на 3 года, и можно получить визу. Либо, как вариант, многие сначала, так как oświadczenie получается намного быстрее, сначала получают oświadczenie, то есть на эти 6 месяцев, получают на этом основании визу,
приезжают в Польшу, да, и подают сразу на карту временного пребывания на основании работы. Да, и это, ну, довольно-таки распространенный период, ну, распространенная схема, и я рекомендую тоже таким образом это делать. То есть визу получила наша Маша и может ехать в Польшу. Перед тем, как, допустим, Маша ищет работу, то в объявлениях можете увидеть разные названия, да, кто-то говорит, кто-то предлагает умова о праце, кто-то предлагает умова злицения, кто-то предлагает умову о делу. И нужно понимать, в чем отличие, да, чтобы, если соглашаться, то соглашаться осознанно на определенную форму договора. Итак, касательно договора, умова о праце – это трудовой договор. Это договор, который регулируется трудовым кодексом, и он детально описывает все, не знаю, сколько отпуск вам должен быть, сколько вы должны работать, минимальное вознаграждение на основании трудового договора, я уже говорила, в этом году 2600 злотых брутто, каждый год это меняется, и минимальная почасовая ставка для, например, умовозлицения в 2020 году это 17 злотых. Это ниже этого ваши работодатели либо те лица, с которыми заключаете договор, не имеют права вам предложить вознаграждение. Конечно же, тут речь идет о полная ставка. Да, ну, соответственно, если пол, то меняем. Здесь есть тоже ссылка на... Есть такой калькулятор вознаграждения, в который мы просто вписываем сумму, например, 2600 злотых брутто, и вам он считает, сколько брутто это на бумаге. Но если, например, в договоре написано, что вы получаете 2600 злотых брутто и заключаете трудовой договор, то на руки вы получите где-то 1900 злотых нетто, да? То есть примерно 600-700 злотых уходит на социальные взносы, да, в случае трудового договора это пенсионное, это инвалидность, это что-то связано с больничным, таким образом. И уходит на эти социальные взносы, поэтому на руки, вот как я уже сказала, 1900. В случае, если будете заключать умовозлицение, и вам тоже предложат вознаграждение 2600 брутто, то также на руки получите около 1900 злотых, потому что при случае умовозлицения, это гражданский договор, также само нужно платить социальные взносы. Умова о дело является довольно-таки популярной в связи с тем, что там не нужно работодателю платить социальные взносы. Поэтому в случае, например, если вам предлагают заключить умовозлицение на сумму 2600 злотых брутто, и тогда на руки вы получите около 2200 с чем-то злотых нетто, да? То есть видно разницу, да? Почти 300 злотых больше, поэтому так важно понимать, какой договор заключаете. Я не хочу сказать, не могу сказать, какой договор лучше, какой хуже, да, это все зависит от вашей ситуации. Понятно, в случае трудового договора больше обязанностей, но и больше как бы прав, да, мы знаем, что точно у нас будет отпуск, мы знаем точно, что если, не знаю, там получим больничный, умовозлицение и умова о делу – это гражданский договор. Что значит гражданский договор? Это значит, что он, в принципе, особо не регулируется законом, а в основном регулируется договоренностью между сторонами. Да? Если стороны договорятся, что, например, не будет отпуска, да, но значит так есть. Хотя тут сразу обращаю внимание, что считается, что если мы работаем на конкретного человека, либо фирму, да, под его руководством, в определенное время, в определенном месте, выполняем его поручение, то это считается трудовой договор, да, и даже если у вас подписана умова о дело, умовозлицение, то теоретически у вас и всегда возможность, не знаю, насколько вы захотите, да, можно пойти в суд и обжаловать это, и сказать то, что это был трудовой договор, и в связи с этим все определенные права, которые принадлежат работнику, особенно это касается, когда девушка, для девушек, да, для женщин, которые
планирует детей, да, то есть как бы вопрос материнского, это все в основном предусмотрено в рамках трудового договора. Тут нужно подумать об этом намного заранее, что наиболее вам выгодно. Это вот тот калькулятор, который я вам сказала, да, как выглядит ситуация, сколько мы денег получаем. Это было в 2019 году, скрин у меня сделан, да, сейчас это чуть поменялось. Ну, в общем, ссылка будет, и рекомендую ознакомиться. Тут еще сравнение, да, вот этих вот гражданских договоров, умова о делу, либо умова злицения. Как я уже сказала, в основном разница такая, что в случае умова о делу мы не платим страховых взносов, а это значит тоже, что потом в случае, например, болезни, то это не так, что я больничный дома могу лежать, отдыхать, а мне выплачивается вознаграждение, да. Тут есть такой риск, что этого не будет, потому что, ну, это просто гражданский договор, как договоримся у нас. И если нам работодатель, либо, ну, лицо, с которым мы заключаем договор, скажет, что нет, отпуска не будет, но, возможно, тяжело будет с ним спорить. Поэтому тут тоже анализируем, чем оно отличается, и в случае умова о делу излицения, так как это не регулируется законом, старайтесь, чтобы в договоре все было детально прописано, да, то есть прописано было, будет ли у вас отпуск, будут ли вам платить во время отпуска, будут ли у вас выходные, а что, если вы заболеете. То есть это нужно прописать в договоре, иначе будет тяжело потом с этим дальше, ну, как бы спорить и, ну, как-то, ну, спорить и требовать свои права. А трудовой договор, он все равно предусматривает то хотя бы, да, что вас не могут быстро уволить с дня на день, да, что в случае, если, понятно, там девушка будет в положении, то может рассчитывать на материнский, да, количество часов работы тоже регламентировано. То есть если человек работает больше, то означает, что может работать, может требовать дополнительного вознаграждения, да, за то, что работает больше часовой, ну, больше того регламента, да, в основном, ну, стандарт это 8 часов. И, ну, это к тому, что понятно, что, например, если кто-то планирует беременность, да, то может стоить обращать особое внимание на договор, на трудовой договор, но, опять же, все индивидуально и нужно анализировать. Маша получила разрешение на работу, Маша получила работу, да, удалось ей связаться, как бы все сдалека, и тут вопрос, вот как я уже ранее говорила, получает зазволение на працу, разрешение на работу, либо освідчення, то есть освідчення просто на основании заявления. Разница между ними особо нету, не считая на того, что заявление выдается, тоже уже говорила, на 6 месяцев, разрешение на 3 года, разные органы это выдают, ну и по деньгам, как бы, ну это не совсем большая разница, да, лучше сначала делать заявление, потом разрешение на работу, и понятно, чтобы вы тоже понимали, что и заявление, и разрешение на работу, она выдается на конкретную работу. То есть это не выдается, что, не знаю, вам там, не знаю, Максим Семенов, да, получил разрешение на работу в Польше в общем, да, что он теперь может работать везде, и главное, чтобы в этот срок... Нет, так это не работает. То есть в заявлении указывается конкретный работодатель, указывается конкретная должность, конкретные условия договора, также самое разрешение на работу, тоже все это прописывается. Поэтому, когда оно потом все меняется, то могут быть определенные последствия, да, потому что нужно будет менять. Если вы переходите к другому работодателю, то другой работодатель должен для вас получить новое заявление, либо разрешение на работу, да, что как бы имеем в виду, что это не общее, только это, ну, конкретно связано с нашей работой. Что тоже важно, я знаю, здесь такой текст польский, много букв, но все-таки важно понимать, что когда вы уже находитесь здесь, на территории в Польше, и захотите подать заявление на карту временного пребывания на основании работы, то тут стоит помнить, да, что если, например, вы заехали в Польшу на основании туристической визы, либо на основании визы с целью гостевой,
то вы получите отказ, да, в таком. Поэтому тоже, будучи еще в Беларуси, либо в другой стране за границей, когда планируете ехать, то если планируете дальше работать, нужно подумать, насколько туристическая виза действительно мне тут поможет, либо нет. Также, если вы уже зарегистрируете ИП, да, то тоже уже не подаем на карту временного пребывания на основании работы, только подаем на основании ведения деятельности. И тут сразу момент в Варшаве, когда мы подаем на карту временного пребывания часового побыту, в связи с тем, что мы ведем деятельность, то есть ИП на территории Польши, то там нужно показать, кроме страховки, понятно, что мы тут живем, еще что у нас есть определенные обороты, да, с этой деятельности. И понятно, когда мы только зарегистрировали, то эти обороты тяжело доказать, да, что они, их у нас еще даже нету. В таком случае там закон говорит о том, что нам нужно предоставить документы, которые подтвердят, что мы такие обороты будем иметь в течение ближайшего времени. И важно эти документы действительно тоже готовить хорошо, потому что может быть так, что часто, к сожалению, орган отказывает, потому что он считает, что тот человек, который подал на эту карту, не доказал, что у него будет, то есть там больше 60 тысяч злотых в месяц, не в месяц, извиняюсь, а в год должны быть обороты, чтобы, по крайней мере, в Варшаве, чтобы получить пребывание, карту на основании ведения ИП. То есть тут тоже, когда вы думаете, что в Польше вам лучше, заключить трудовой договор, либо заключить договор, либо открыть ИП, то тоже подумайте с точки зрения потом пребывания здесь, да, потому что виза, даже если у вас есть, она закончится, и что, конечно, можно вернуться, сделать новую визу, а можно сделать эту карту, и карту на основании работы, сразу говорю, сделать легче, да, потому что показываем трудовой договор, чем на основании ИП такого нового, поэтому прошу это тоже учитывать. Конечно же, еще я не сказала, можно для тех, кто планирует открыть бизнес в Польше, и вести его не через ИП, а вести его через компанию, например, общество с ограниченной ответственностью. Тут может это открыть любой иностранец, нет никаких ограничений. Можно открыть онлайн, и там в течение 2 дней это все зарегистрировать и быстро. И что важно, если вы будете президентом правления, да, то есть презес зарządu в компании, которая ведет деятельность на территории Польши, то вам не нужно разрешение на работу, если вы находитесь в Польше в течение не более чем 6 месяцев в течение года, да, то есть это тоже плюс, если, допустим, нужно что-то быстро сейчас перенести бизнес, можно открыть компанию, да, действительно, мы назначаемся на должность презеса, президента этой компании, нам не нужно разрешение на работу, даже сейчас мы можем спокойно пересечь границу и нас впустят, не считая, конечно, что карантин нам нужно пребывать. И может сразу, как раз мы уже говорим о пересечении границы, думаю, все знают, что сейчас в связи с коронавирусом, но пересечение границ является более затруднительным, то есть есть определенный список, и в Польше на сайте пограничной службы есть список, кто может пересекать границы. В основном это те люди, которые тут работают, у которых получили разрешение на работу, у которых есть заявление, да. Также белорусы на основании туристической визы, это последнее изменение, вышло распоряжение с 16 сентября, если я не ошибаюсь, да, то есть на основании туристической визы граждане Беларуси могут пересекать границу. Также белорусы, не только белорусы, все иностранные граждане, которые участвуют в специальном программе, который сейчас ведет Польское агентство инвестиций и торговли, связанное с IT. Учеба, работа, в основном это. И так же самое, если вы являетесь президентом в правлении, то есть либо членом правления в польской компании, вы тоже сможете пересечь границу, даже если у вас нет разрешения на работу, потому что оно не нужно, и это подтверждено, был запрос в пограничную службу. Но пересечь границу вы можете, но обязывает карантин, да, и этот карантин нужно пройти в таком месте, то есть вы уже как едете в Польшу, то подумайте, где вы пройдете этот карантин, да, вам нужно специальное помещение, в котором его пройдете, потому что на данный момент этого никто не отменял, и даже если есть основания въехать на территорию Польши, то потом нужно думать, что дальше. Хорошо.
Допустим, наша Маша, все, она получила разрешение на работу, получила визу, и все, едет в Польшу. Одни из таких формальностей, да, которые сразу рекомендую сделать, потому что они очень-очень вам помогут в такой повседневной жизни здесь. Первый момент – это, конечно же, прописка, да. В принципе, закон говорит то, что любой иностранец, если он находится на территории Польши, должен зарегистрироваться, да, и, ну, самое поздно, там, более, это 4-й день. И что важно, как мы регистрируемся? Здесь просто берем, в основном это если вы снимаете квартиру, комнату, да, подписываете договор аренды, вы идете в орган, да, ну, например, в Варшаве есть несколько органов, это называется орган города, ужонт места, да, не знаю, как правильно это перевести, в зависимости от района в городе, идете туда, даже не нужно с владельцем, если у вас на руках есть договор аренды, вам даже не нужно собственника квартиры, вы просто берете этот договор, идете в орган и берете, говорите, что хотите прописаться, заполняете заявление, это бесплатно. И это рекомендую сразу сделать, чтобы у вас как бы был адрес. Когда уже сделаете прописку, то вы автоматически получаете номер PESEL. Да, и что важно тоже, чтобы вы понимали, прописка дается на срок, на который у вас есть основания пребывать в Польше, да, то есть если вы в Польше на основании визы, выданной вам на полгода, прописку получите на полгода, да, если у вас, не знаю, карта временного пребывания на 3 года, прописку получите на 3 года, то есть это связано, то есть это не пожизненно, а на определенный период. Но PESEL дается автоматически. И если есть другие основания получения PESEL, но такой, мне кажется, самый распространенный, это просто показан договор аренды, прописываемся, получаем номер PESEL, его тоже, это идентификационный номер, и почему он важен? В основном в Польше это даже не столько номер паспорта важно, не столько номер удостоверения, как PESEL, везде вы с этим столкнетесь, да, в банке намного, а сразу, когда захотите открыть счет, обращают внимание на PESEL, да, органы страховые, все PESEL. Если мы хотим регистрировать, ну, он везде, поэтому это не так, конечно, что без него вообще ничего не сделаете, но могут быть проблемы, поэтому сразу делаем все эти формальности. Когда мы сделаем номер PESEL, то тоже сразу рекомендую сделать, можно сказать, электронную подпись. Да, электронная подпись, которая называется в Польше EPOAT, и ее может сделать каждый, у кого есть этот номер. Что она дает? Она дает то, что многие вещи вы можете делать потом онлайн, да, даже в ту же самую вы компанию сможете зарегистрировать онлайн. Вы можете зарегистрироваться в качестве налогоплательщика онлайн, да, открыть ИП онлайн, да, подавать различные декларации, особенно сейчас, да, ну, мы поняли, как было время такого жесткого локдауна, как нельзя было заходить, ну, то есть очень пригодилось, и сразу это является своего рода электронной подписью, разрешение на работу, особенно, например, если вы будете работодателем, да, и вы захотите трудоустроить, например, граждан Беларуси, то все эти заявления, все эти разрешения на работу, все можно подавать онлайн, поэтому сразу делаем EPOAT с таких формальностей. Касательно карт по быту, да, наша Маша и Саша уже здесь тут, в Польше, они въехали на территорию в Польше, Саша открыл ИП, Маша работает на основании трудового договора, ну и сейчас думают о том, виза заканчивается, подходит к концу, да, потому что виза была выдана на год, и что дальше, да, ну и, конечно же, дальнейший шаг, когда уже находимся в Польше, это подавать нам вот эти вот карты. И, конечно, если честно, я рекомендую не ждать. На карту можно подать до последнего дня легального пребывания в Польше. Да? То есть, если, например, у меня виза заканчивается завтра, я сегодня могу подать эти документы. Но рекомендую подать с самого начала. Допустим, приехали вы в Польшу, да? Даже если у вас виза на год, подайте сразу документы. Поверьте мне, в Варшаве, по крайней мере, ждать карту можно год, полтора, два.
Конечно же, можно писать всякие там просьбы, чтобы это как-то было быстрее, но такая практика, к сожалению, есть. Поэтому как только приехали в Польшу, если у вас, не знаю, приехали, у вас трудовой договор, идеально, чтобы был на неограниченный срок, да, тогда, если у вас договор на неограниченный срок, то вам могут выдать карту временного пребывания на максимальный срок, то есть на 3 года. То есть тут тоже важный момент, да, чтобы вы понимали, если подаете на карту, например, временного пребывания на основании трудового договора, и трудовой договор у вас на 6 месяцев, то вы можете получить карту на 6 месяцев, да, то есть как бы вам не дадут больше, чем есть основания. Поэтому тоже так важно подготовить эти документы, чтобы оно все было, ну хотя бы на 3 года, да, если хотим на максимальный. Потому что это имеет значение. Ждать долго. Пакет документов нужно очень, очень грамотно составлять. Там нужно, в основном, это какие вещи нам нужно будет показать органу, да. Это то, что у нас есть социальное страхование, страховка, да, в принципе. Но если мы, например, работаем на основании трудового договора, либо умовозлицения, то мы это все платим, то есть это и так будет. Нужно, конечно же, то, что мы тут живем, то есть договор аренды, да, показываем. Нужно показать средства на счету, да, то есть на одного человека там выходит что-то больше 500 злотых в месяц, да, должно быть, особенно это когда мы подаем, то же самое касается учебы, да, должны показать, что у нас есть средства, и поверьте мне, проверяет все там, каждую злотувку, да, поэтому тут нужно лучше готовить документ так, чтобы потом вас не вызывали на то, чтобы что-то донести, потому что каждая нехватка документов, ну, получается так, что потом этот процесс все становится больше и больше. Тут подаем на карту. С таких тоже, допустим, ну, чтобы вы тоже знали, если вдруг у вас заканчивается, да, сегодня легальное пребывание, то не нужно ждать. Понятно, не всегда можно зарегистрироваться в органе, да, это идеально, у них есть такой электронный календарь, мы там выбираем дату, регистрируемся, приходим, но сами, думаю, те, кто уже пробовал, знают же, что это не так легко. Можно, конечно, просто прийти и постоять в очереди, либо можно выслать по почте. И сразу говорю, что, например, в Варшаве на улице Świętokrzyskiej есть почта, которая работает 24 часа в сутки. То есть, если вдруг кто-то, не знаю, сегодня у него заканчивается, да, то знайте, что до 12 есть почта, где можно это выслать. И печать почты, да, если будет поставлена, например, в этот день, она равнозначна, да, с точки зрения законодательства, с тем, что вы в этот день подали документы, например, в органе, да, то есть этот срок, он будет соблюден, если вы только не курьером, да, а именно по почте, и тут важно, конечно же, безусловно, вот эту вот бумажку подтверждения надания, да, то есть это подтверждение высылки, его взять, заполнить и хранить потом как зеницу ока, да, я бы сказала, потому что мы должны иметь подтверждение того, что мы вовремя подали документы. И тут тоже еще, почему, может, было бы неплохо рассмотреть тут сотрудничество с юристом, который является радца-правный либо адвокат, потому что, когда мы высылаем документы, конечно же, я не рекомендую высылать оригиналы, да, потому что, иногда некоторые документы есть только один оригинал, он может потеряться. Высылаем почту, но все равно органу ему нужны оригиналы, и в основном это делается так, что когда вы уже приходите подавать документы, они проверяют и подтверждают, да, что копия соответствует оригиналу, либо когда вы на основании доверенности за вас подают документы, как я уже сказала, радца-правный либо адвокат, он тоже имеет право своей печатью подтвердить, что эти документы, копии соответствуют оригиналу, и тогда вы высылаете уже копии, подтвержденные юристом, и оригиналы вам уже не нужно доносить, да, как бы оно уже у вас считается, что с точки зрения, можно сказать, права, это является, имеет такую же юридическую силу, как и оригинал. Поэтому, единственное, что в любом случае вас вызовут на отпечатки пальцев, да, то есть нужно будет потом прийти, но, допустим, когда уже в процессе нужно будет что-то дослать, потому что, я говорю, иногда можно ждать карту, не знаю, 1,5 года, что-то меняется, да, допустим, новый договор, да, донесли, то чтобы не записываться и не идти специально в орган, чтобы
ждать и в этой очереди стоять, да, а понятно, что копию не можете выслать, потому что копию орган не зачитает, то такой как бы юрист, он вам это подтвердит, высылаете, и в принципе вопрос закрыт. Это я не буду, может, более подробно о этих картах. Мне кажется, это так много об этом информации в интернете, да, оснований для карт побыта их несколько, да, но просто выбираете то, что вам наиболее актуально, да, либо это работа, либо это ЭП, либо это учеба, либо это на воссоединение с семьей, то есть разные основания карт побыта и разные предпосылки, поэтому тут тоже, ну, как бы осторожно, когда читаете что-то, что нужно для карты, например, на основании работы, не нужно будет для ЭП и так далее. То есть нужно детально анализировать, потому что отказов много, это вам могу сказать из практики, отказов много, и потом даже если, конечно, подавать апелляцию, обжалование, это все время, да. Конечно же, когда вы подали документы на карту пребывания, то вам в паспорт ставить печать о том, что полный комплектный внес заявление подано, и с этой печатью, пока вам не выдадут карту, можете находиться в Польше, можете выехать, но чтобы заехать, вам уже нужна будет виза, да, то есть как бы это минус, да, допустим, вы можете ждать эту карту 2 года и находиться на территории Польши, но проблема в том, что если захотите выехать, а потом нужно будет опять въехать на территорию Польши, то это уже печать в паспорте, что вы подали на карту побыта, пребывания, она уже не уполномачивает вас до въезда на территорию Польши. Поэтому как бы здесь нужно это все тоже проанализировать детально. И как бы на сегодняшний момент еще как бы последняя вещь, на которую бы хотела обратить внимание, многие, которые приезжают, да, сюда, в Польшу, заключают, безусловно, договор аренды. И тут несколько слов о том, на что стоит обратить внимание. Во-первых, договор аренды может быть заключен на ограниченный срок и неограниченный. И считается, что если договор заключен на срок ограниченный, то есть конкретный, то он не может быть расторгнут, да. Но иногда стороны в договоре предусматривают возможность расторжения, но нужно это все грамотно прописать. То есть имейте в виду, да, чтобы не было, что вы подпишете там, допустим, на 3 года, а потом захотите расторгнуть, а вам арендодатель скажет, ну, как бы нет такой возможности. Касательно кауций, да, очень часто в случае договора аренды требуют уплаты сначала кауций, в основном это в размере одномесячной арендной платы. И тут тоже, важно, чтобы в договоре было детально прописано, в каких случаях потом это кауция, то есть это депозит, правильное слово депозит, это будет возвращен, потому что очень часто потом в конце, когда вы уже хотите съезжать, конечно, арендодатель не очень заинтересован вам этот депозит вернуть, да, и начинается, что там, а тут там, не знаю, тут какая-то царапина, тут какая-то царапина, поэтому важно в договоре прописать, в каких случаях будет депозит возвращен. И чтобы вы понимали, если есть, следы того, можно сказать, понятно, когда вы живете в квартире, то хотя не хотя, все равно, не знаю, пользуетесь этим помещением, то все равно как бы действительно есть, следы того, что кто-то там жил, и, конечно же, квартира уже не будет в таком идеальном состоянии, как была раньше, и это нормально. То есть пока это в границах разумного, да, и, конечно, отличается, то арендодатель не может от вас требовать, чтобы это было, не знаю, точь-в-точь, я бы сказала, то, что было в начале. И из-за этого депозит вам не вернет. Как бы нет, все прописано в договоре, что и кассы возвращаем. Касательно под аренды. Если вдруг вы, не знаю, решили снять квартиру полностью для себя, а потом оказалось, что по разным причинам захотите кому-то сдать, например, комнату в этой квартире, то тут важно, чтобы в вашем договоре с арендодателем было на это разрешение, да, чтобы было согласие, что есть разрешение. Следующее, про расторжение я вам рассказала, ну и когда заканчиваем договор аренды, лучше, чтобы был договор, да, чтобы все в нем было прописано, и мы знали, на когда заключаем, и по поводу расторжения договора, чтобы вы тоже знали, что очень часто эти договоры аренды берутся просто там с интернета, да, скопировали, вклеили данные,
И розторження договору всегда написано, что розторження за скутком на остатний день месяца. И практика такая, что, допустим, если у нас срок расторжения договора 1 месяц, это всегда, например, сегодня у нас какое, 25 сентября, то есть если я сегодня расторгаю договор, он будет расторжен 30 либо 31, не знаю, сколько дней в октября, да. Так же самое было, если я, например, в свою очередь расторгну договор, вышлю расторжение договора 1 октября, то будет расторгнут с последним днем ноября, да, то есть это нужно учитывать, что всегда считаем, если в договоре так прописано, не 30 календарных дней, а прописано за скутком на остатний день месяца. И часто понятно, что если кто-то еще не совсем хорошо знает польский язык, да, не совсем знает, как это понимать, я говорю, это не 30 дней, это мы берем до конца месяца, плюс еще каждый месяц. Это тоже, когда вы планируете расторгнуть договор, да, чтобы не было, что, не знаю, если расторгнете 30 сентября, то договор будет расторгнут в последний день октября, но если расторгнете 1 октября, то договор будет расторгнут последний день ноября, да, то есть буквально 1 день, и у нас еще 1 месяц к тому, что мы должны будем платить. И тут тоже важно, что, в принципе, тот человек, который снимает, да, он несет ответственность понятно, за такой ремонт, можно сказать, поверхности, да, чтобы соблюдать порядок, но какие-то такие серьезные действия, которые требуют ремонта, это уже должен уже арендодатель, это нужно уже все согласовывать с ним, и он должен это делать, да, как бы даже не то, что он может, он должен это делать. И что еще важно, рекомендую все согласовывать в письменном виде. Очень много потом споров с арендодателями, это в связи с тем, в основном, что все было устно, да, а мы устно ему сказали, что что-то не работает, он нам устно сказал, что мы это можем, не можем. Если получаете какой-то важный, даже пусть это будет email, электронный адрес, вообще, в принципе, когда уже переезжаете в Польшу, неважно, что вы будете делать, да, это будете в любом случае заключать различные договора. Очень прошу забыть, что такое устный договор. Несмотря на то, что он имеет юридическую силу, но на практике потом в случае спора, это что? Это слово против слова. Нет возможности прям заключить договор, прописать, то согласовываем это в электронной переписке, да, допустим, не знаю, была встреча там с арендодателем, либо телефонный договор, да, и потом напишите просто письмо, да, что там, уважаемый господин, в продолжении нашего разговора резюмирую то и то и то, да, и все равно у нас уже прошу подтвердить, и даже он там вышли, там, не знаю, подтверждаю, либо даже ничего, уже есть какая-то точка отсчета, поэтому, говорю, забываем об устной договоренности, все регламентируем, все фиксируем в письменном виде. И тут примеры, да, еще по поводу расторжения договора. Если, например, 27 октября, допустим, расторгаем, договор будет расторгнут 30 ноября, но если 31 октября, так же само 30 ноября, а если уже 31 ноября, то есть 1 день позже, ну, договор будет расторгнут 31 декабря. То есть, ну, разница есть. Я думаю, это все на сегодня в плане таких юридических моментов. Я сейчас буду смотреть на ваши вопросы. Как я сказала, это первый вебинар о таких основных моментах. Буду признательна, если вы напишите, какие темы нужно более раскрыть. Я, может, отсюда уже выйду. Да. Напишите, какие темы нужно более раскрыть, чтобы в следующих вебинарах я это учла, и как бы в следующих расскажу чуть больше, тоже, может, не знаю, в плане такой переписки, проверки партнеров, это тоже важно. А сейчас я попробую пройтись по вашим вопросам, потому что я во время того, как рассказывала, не смотрела. Ой, их очень много, поэтому я думаю, я не отвечу на все, но на те вопросы, давайте договоримся так, на те вопросы, которые я сегодня не отвечу, мы их зафиксируем, и обязательно я о них расскажу в следующем вебинаре. Хорошо? Так, чтобы вы не думали, что оно останется без изменений.
Скажите, нет ли в планах вернуть возможность получения карты поляка по участию в выборах в Сейм? Если нет, то как внести это предложение? А выборах, это что, вы имеете в виду, что если вы участвовали в выборах в Сейм на территории Польши, и можете ли на основании этого получить карту поляка? Ну, как бы на сегодняшний момент, мне кажется, это разве что еще есть какие-то дополнительные предпосылки, да, потому что, ну, так как бы карта поляка, я вам сказала, да, то есть это в основном либо корни, либо вот то, что мы участвуем в организации, связанной с Польшей в течение 3 года активно. Но тут поэтому не отвечу вам, как бы я проверю, и если что, да, только вопрос, ну, как бы участие в выборах в Сейме, оно тоже, ну, как бы не так легко это сделать. Ну как бы вопрос интересный, вернусь к нему. Каким образом можно получить карту побыта, не участь на территории Польши и работая удаленно на компанию, у которой юрадрес за пределами Польши, карты поляка нет? Татьяна, тут можно смотреть несколько вариантов. Ну, во-первых, вопрос, где вы находитесь. Вы находитесь на территории Польши, это в это время работая удаленно на компанию. Ну, я так понимаю, видите, потому что вопросов много, я думаю, вы не сможете мне ответить. А мне, чтобы ответить на вопрос, нужно еще от вас дополнительная информация. Работа удаленно на компанию, у которой юр-адрес за пределами Польши. Но тут вопрос, если юр-адрес за пределами Польши, то если вы находитесь на территории Польши, на каком основании, да, то есть идеально бы, да, чтобы даже если эта компания находится за пределами в Польше, то нужно проверить, может ли она для вас получить разрешение на работу, да, и если она получит для вас разрешение на работу, тогда вы уже с этим разрешением на работу можете подавать на карту временного, ну, сначала получить визу, а потом подавать на карту временного пребывания, да, то есть тут вопрос, где вы находитесь, и может ли эта компания, потому что у нее нет юр-адреса, но может у нее есть какой-то филиал, и вопрос это тоже, это у нее нет юр-адреса в Польше, но где за пределами Польши? Есть на территории ЕС, либо на территории, например, ну, извне Европейского Союза. Дедушка служил в польской армии, но документов об этом нет. Есть фото в форме. Что можно сделать? Ну, знаете, конечно же, фото недостаточно, да, но нужно поднимать архивы. Да, как бы с этими пробуйте, поднимайте архивы, не знаю, иногда многие там где-то затеряны документы, да, хоть как-то, но пробовать доказать, что были эти польские корни, да, что как-то эту польскую фамилию. Мне кажется, сейчас тоже зависит от консула, многие так, ну, довольно-таки будут хорошо к этому подходить, поэтому, ну, фото будет недостаточно, да, то есть пробуйте архивы. Прабабушка, прадедушка должны быть по одной линии. Но закон об этом не говорит, но как бы можно, правда, если у вас не по одной линии, а есть как бы, чтобы по одной линии только есть прабабушка, по одной прадедушка, можно пробовать, да, потому что здесь, ну, нету такого, что говорится, по какой что это должна быть одна линия. Поэтому я бы пробовала, да, потому что в случае прабабушки и прадедушки главное, чтобы их было двое. Ну, то есть теоретически у вас двое, поэтому я бы пробовала. Без карты поляка можно отримать сталый побыт, извиняюсь за мой. Я сама из Казахстана, поэтому, как бы, если там что-то на белорусском не пойму, то в связи с этим. Як гэта зробіць? Карту сталого побыту, то есть это карта постоянного пребывания, ее тяжело получить без карты поляка. Я могу вам, конечно, если интересно, зачитать даже, да, какие есть основания. В основном карту сталого побыта получается через карту временного пребывания. То есть не считая случая, когда есть карта поляка, не считая случаев, когда есть карта поляка, то, в принципе, нет возможности ее получить сразу. В основном это либо если мы как бы там, мы ребенок там гражданина Польши, да, а так в основном это, могу даже, ну, сказать конкретные причины, да, если если вы, например, состоите в
в браке с гражданином Польши, и в этом браке состояли как минимум 3 года перед тем, как подали на карту постоянного пребывания. Я знаю, что так медленно читаю, потому что смотрю закон и сразу перевожу. И перед этим еще жили на территории Польши не меньше, чем 2 года на основании карты временного пребывания, которая вам была выдана в связи с тем, что вы, например, супруга гражданина Польши, да, либо также само можно получить карту временного пребывания, если есть азель, если связано тоже с беженцами, есть как бы несколько. Можем сделать так, чтобы я сейчас как бы это все не переводила, ну, может, я даже подготовлю какую-то такую брошюру, но с картой поляка самая быстрая возможность получить, а потом я подготовлю, давайте, что-то такое на русском, и потом Белорусский дом вам это разошлет. В каких организациях можно поучаствовать? Я так понимаю, речь идет о том, чтобы получить карту поляка. Но это зависит, какие организации у вас есть на территории Беларуси. Да? Например, в Казахстане были такие польские дома, и там часто проводились различные мероприятия, концерты, были люди, которые в них участвовали. Вот что-то типа такого. У меня так был первый отказ по карте поляка, да. Ну, именно, потому что поэтому, то есть, если у вас карта на поляка на руках, еще, пожалуйста, вот без такой супер уверенности, что карту сталого побыта вам сразу дадут. Может быть, по-разному. Тут нужно еще другие документы. Работаю на удаленке на американцев, и вроде как нету обстоятельств для карты пребывания. Ну, что значит, всегда можно что-то найти, да, то есть это просто нужно сесть, разобрать вашу ситуацию и подумать. Вопрос, где вы находитесь, да, может вам какое-то другое основание, потому что карту пребывания есть еще тоже на основании не только работы, на других основаниях тоже можно получить, да, только этих оснований очень много, да, то есть я не в состоянии это все рассказать, но ну, можно пробовать. Если удаленный вопрос, работаете ли вы на основании тут, имеете какое-то разрешение на работу или нет, или просто находитесь в Польше, работаете на американцев, да, то есть, ну, можно искать другое обстоятельство, да, вопрос тоже, сколько лет вы тут, может, уже давно, как-то на этом основании. ИПшнику тоже, скорее всего, влепит отказ, так что такой себе это вариант. Согласна, поэтому я говорю, даже когда ИП регистрируете, то имейте в виду, что потом... То есть как? Конечно, это не совсем вариант, но иногда бывает нет другого варианта. Но хотя бы эти документы так подготовить, ну, идеально проконсультировать это тоже с кем-то, кто действительно в этом разбирается, чтобы не было... Ну, не было, как бы, ну, уменьшить риск, что вам откажут. Тоже могу поделиться информацией. Я знаю, что министерство в Польше, мы как бы... Я работала над списком, можно сказать, задач, которые вот такие вот проблемные, связанные с ИП, с временным пребыванием, и мы отправили их в министерство, чтобы показать, в чем проблема. Ну, посмотрим. Может быть так, что как бы здесь будут определенные изменения, и как-то, например, орган миграционный будет уже по-другому проходить. Вот, у меня ваш кейс, если будет инфа, напишу. Окей. Разрешение на работу выдается на конкретного работодателя. Если работодатель меняется, то виза аннулируется, а нужно заново возвращаться домой. Виза не аннулируется, виза выдается, виза не аннулируется. Единственное, что нужно новое разрешение на работу, а виза сама не аннулируется. Карта временного пребывания на основании работы привязана к работодателю. Да, к сожалению, привязана к работодателю, к этому всему, и потом нужно уведомить воеводу. Ну, конечно, знаю, что мало кто это делает, но согласно закону нужно так сделать. Может Саша как ИП трудоустроить? Да, Саша как ИП может трудоустроить Машу, безусловно, потому что ИП это такой же предприниматель, как и спулка, да, как и общество с ограниченной ответственностью. То есть вы так же самое являетесь, можете быть, конечно, если зарегистрируетесь налогоплательщиком НДС, вы можете трудоустраивать хоть 500 человек, да, то есть как бы здесь проблем нету, и так же самое получать разрешение на работу для Маши, поэтому, да, как бы абсолютно без проблем, и так можно делать.
2600 злотых брута. Окей. Если есть карта поляка, ждешь КСП, хочешь перевести маму из Беларуси. Нет карты, как проще сделать легализацию, чтобы не привязывать к работодателю. Легализацию для кого? Для мамы? Ну, есть определенные пункты, которые там разрешают, ну, воссоединение с семьей, но только здесь у вас, чтобы было воссоединение с семьей, то есть у того члена, который здесь находится, тоже нужно основание. У вас есть карта поляка, вам идеально сделать сталый побыт. Да, не знаю, почему вы ждете карта... КСП это, получается, карта сталого побыта или временного? Это не совсем... То есть, если сделаете карту сталого побыта, я думаю, эта процедура пойдет намного быстрее. Какие точно размеры взносов платит работник и сколько работодатель максимум, и есть ли льготы? Алексей, не знаю, насколько вы меня слышите, этот вопрос, вот этот вот калькулятор, который я вам вышлю, давайте я вам даже, может, дам ссылку здесь, и он идеально все показывает. Даже я вам, может, покажу, как им пользоваться, и это супер вещь. Либо я даже сейчас покажу это. Нет. Хотела вам показать. Но если видно, да, вот сейчас, допустим, это калькулятор, я вам ссылку сейчас сброшу в чат, и, допустим, месячное вознаграждение составляет 2600 злотых брутто, правильно? И мы нажимаем, да, вписываем эту сумму, и тут нам показано, сколько мы на руки получим, если на основании трудового договора, если на умовозлицение, если умова дела, и если B2B, то есть это вот ИП. Допустим, выбираем умова працы, да, и здесь прописано, какие страховые все взносы платит работник, да, то есть почему мы на руки получаем 2600, и из 2600 мы на руки получаем только 1200, 1900, да, потому что вот на пенсионный идет столько, на инвалидность идет столько, на предоплата налог столько, да, то есть это идет с кармана работника. А когда ниже сходим, здесь написано кошты працодавцы, да, расходы работодателя, да, это для тех, кто захочет трудоустраивать кого-то. То есть, чтобы при вознаграждении 2600 злотых брутто, то есть, чтобы, когда работник получает на руки 1900, расход, как бы стоимость работодателя, ну, не работодателя, то есть, сумма, которую должен со своего кармана выдать работодатель, это 3136 злотых. Видите, какая разница, да? Тут, в свою очередь, расписано детально, сколько будет платить работодатель, потому что пенсионная часть платится с кармана, образно говоря, работодателя, часть с кармана работника. И, например, в случае трудового договора, да, при сумме 2600 злотых бруто, работодатель понесет расход в размере 3000. Почему умова о діло является популярной? Потому что, как видите, нет социальных взносов, да, только платим налог подоходный, да. Не знаю, говорила ли я, но тут вначале подоходный налог в Польше для физических лиц составляет 17%, это первая граница, и 32%, если превышаем 85 тысяч злотых с чем-то в год. И, то есть, умова дела, видим, нет социальных взносов, так же само по стороне работодателя, то есть, если работодатель вас нанимает на умове о дело за 2600 злотых бруто, он и тратит фактически 2600 злотых бруто, поэтому, как бы, этот договор такой популярный, да. В случае умовозлицения, ну, она похожа на трудовой договор, да, единственное, что нету обеспечения хворобового, да, это то обеспечение, которое... Ну, тут оно не платится, поэтому здесь чуть-чуть меньше, но в любом случае кошты працедавцы тоже большие, более 3000,
да. И последний вариант – это B2B, то есть это когда вы регистрируете ИП. Тут тоже, и тут, обратите внимание, уже нету работодателя, потому что в случае B2B и работодатель, вы уже не являетесь работником, у вас уже отношения, ну, как я сказала, B2B, то есть это business-to-business, и все взносы, все платите вы. И, может, тут тоже стоит отметить, первые 6 месяцев, есть как бы определенные льготы, первые 6 месяцев вы платите только убезпечение здравотное, 362 злотых. Спустя 6 месяцев до 2 лет вы платите, это называется малый ЗУС, то есть это там в районе 600 злотых, и потом после 2 лет вы уже платите нормальный, большой, дуже ЗУС, то есть там 1500 злотых, да, то есть как бы ИП тоже. И это я говорю о социальных взносах. И понятно еще, ну, всегда мы платим налог, да, то есть это в размере там 17%, так есть. И тут вот в случае, если мы как B2B получаем, да, 2600, то на руки это вот 2150. Поэтому очень рекомендую, когда думаете, какой выбрать вариант, ознакомиться с этим калькулятором. 1 злотый, окей. Я немного, ну, вообще сейчас курс при оплате. Ну, тут вижу больше комментариев. А в чем тогда смысл рекламы в интернет? Делаем разрешение на работу. Но, ну, смысл в том, чтобы заработать на этом деньги. Я не говорю о том, что они не делают разрешение на работу. Я просто, если честно, как бы, так как я предполагаю, какие там основания для работы, да, не знаю, как бы иногда есть сомнения, насколько это все легально, но, может, есть определенные структуры, поэтому просто вам нужно детально ознакомиться, да, спросить, что это за основания, да. Возможно, это есть компании, которые делают, ну, как бы вебинар не об этом, я тут бы хотела сфокусироваться на том, что действительно, что легально и как есть. Там могут быть разные варианты. Может, какие-то есть рабочие схемы, просто будьте внимательны, да, то есть делают разрешение на работу, потому что разрешение на работу, согласно законодательству, должен делать работодатель, то есть тот человек, который вас нанимает. То есть в случае трудового договора это работодатель, в случае гражданского договора тот человек, ну, с которым, человек, фирма, с которой подписывает, они делают, да. Если вам делает кто-то, человек, у которого вы не собираетесь работать, это уже что-то не так. И если последняя тоже была ситуация, была депортация, человек получил, потому что он приехал на основании визы, выданной на основании разрешения на работу. Это было в городе Гданьск был работодатель. Он приехал сюда, в Варшаву, пару дней был тут, ну так получилось, что его проверили и связались с работодателем. Работодатель сказал, что он договор с ним расторгнут, и он не собирается его трудоустраивать. А этот человек, несмотря на это, все равно как бы находился на территории Польши на основании визы, выданной, извиняюсь, много на основании визы, на основании разрешения на работу, которое уже было не активно, да, ну и как бы была депортация. Там, конечно, было обжалование, но не знаю, работаю неофициально, потом, чтобы открыть рабочую визу, ехать в Польшу, работать неофициально, окей. Могут ли несколько работодателей делать разрешение на работу? Могут, но как бы если, ну то есть каждый работодатель, на котором вы работаете, должен вам сделать разрешение на работу. На арендодателя надо спрашивать разрешение. Разрешение на что? Разрешение на прописку? Нет, не нужно. Если у вас есть договор, вы идете, поэтому почему еще важно иметь договор, чтобы прописаться. Окей, тут про карантин. Будет запись вебинара? Будет.
Świętokrzyska 3133, да, это почта, основная на Маршалковской, да, это к тому, что в основном почты там работать, не знаю, до 8 до 7, а это как бы круглосуточное, поэтому, ну, иногда важно, да, чтобы, это касается даже не только карты побыта, да, если какой-то важный документ, который у вас срок истекает сегодня, даже подать на визу, подать на побыт, подать, не знаю, там в суд что-то выслать, да, у вас сегодня истекает срок, и, допустим, не успеваете там до 8, знаете, что у вас, если, например, срок истекает сегодня, 25 сентября, то до полуночи у вас есть время, и поэтому как бы очень удобно, когда есть почта, которая работает круглосуточно. Что еще важно, если вы зайдете и возьмете номерок, да, потому что там номерок нужно брать, да, номерок до полуночи, и, например, будет очередь, и фактически вы будете отправлять письмо уже после 00, то есть после полуночи, и так будет считаться, что вы выслали как бы до полуночи. То есть важно номерок взять, да, это тоже, ну, просто мы не раз это прорабатывали, имейте в виду. Вроде такие нюансы, но иногда, поверьте мне, они могут, ну, не хочу сказать, жизнь спасти, но в любом случае очень-очень помочь. Да, возле Веленского тоже есть круглосуточная почта, поэтому, ну, гуглите и имейте в виду, что печать на почте поставленная есть, но является равнозначной, да, но так же самое, что и как если бы вы документ, например, в суде бы подали, да. Это тоже касается, например, если вы с суда получаете, да, какое-то там письмо, и, например, у вас 7 дней на то, чтобы обжаловать, да, либо 7 дней, чтобы внести какие-то возражения, да, либо не знаю, заканчивается срок исковой давности, да, так же самое, не всегда есть возможность там ехать в суд, то высылаем, главное, вот эту вот бумажку храним. Окей. Тут вижу, многие коллеги могут поделиться информацией, как дела с карантином выглядят. Я карантин не проходила, поэтому туда лучше спрашивать тех, кто приехал пока на туристическое. Да, сейчас на туристическое можно без проблем приехать. Это вот благодаря последнему вот этому распоряжению, которое выдано 16-го. Видите, ну как видно, что правительство Польши сейчас работает, и как бы я тоже вовлечена в некоторые моменты, и будем максимально стараться вот эти вот все моменты прорабатывать, чтобы было проще. Все равно будут вызывать, я так понимаю, вызывать в органы по карте побыта не один раз. Если это Варшава, Вроцлав и другие города, то срок ожидания больше 4 месяцев. Ну, безусловно, больше 4 месяцев. Конечно, могут вызывать, только смотрите, в принципе, можно предусмотреть. Если сразу даем полный пакет документов, то потом что? Ну, вызывает на отпечатки пальцев. Ну что, если, например, у меня на руках трудовой договор аренды, страховка, и я им сразу это все даю, и эти договора на неограниченный срок, ну то что они потом меня будут вызывать? Ну, как бы нет оснований. Поэтому тут, ну, все равно я считаю, что если грамотно подготовить пакет документов на карту пребывания, то могут... у них регламент, окей. Если можно, такие комментарии просто не все. Это если выезжать из ЕС или именно из Польши. Но я так понимаю, что с этой печатью паспорта, но знаете, да, на территории Европейского Союза, ну, формально нет границ, да, то есть теоретически, если вы поедете в Германию, то, ну, теоретически вас никто не проверит, да, но все равно есть такой риск, особенно когда выезжаем из ЕС, а потом, когда, ну, будут проверять, чтобы назад въехать, да, то есть в случае проверки может быть проблема. Поэтому, особенно когда, да, выезжаем из ЕС и потом возвращаемся, то уже нужно иметь основания для въезда. Карантин. Подача документов нужно записываться. Да, нужно записываться, но как бы по почте тоже можно выслать, да, это к тому, что если кто-то, я говорю, например, только вы приехали в Польшу, и у вас еще год виза, то вы можете по почте выслать документы, конечно, можно пробовать и нервничать, записываться, только иногда больше нервов, поэтому, конечно, плюс того, что если вы запишетесь, придете с полным пакетом документов, сразу отпечатки пальцев получите, и сразу печать вам в паспорт дадут. Конечно, это удобно. Ну, я как бы вам показываю разные варианты, и выбирайте, что больше подходит.
Если я сейчас по туристической приеду, она заканчивается в декабре, то могу податься. Податься на что? На что? На карту пребывания? Например, на карту пребывания на основании работы вы не сможете податься. То есть будет отказ. Это даже прописано в законе. Отказ – получение карты временного пребывания, если человек тут находился на основании находится туристической визы. Поэтому, если вопрос касался подачи на карту пребывания, то нет. Ну, как и по гуманитарному, вы не имеете права работать в Польше, а значит, на карту подать. Да, вижу тут Татьяна. Ой, я... Вопросов очень много. И давайте сделаем так как я обещала, что это будет вот не больше, чем 1,5 часа. Если открывать фирму и оставаться работать там как директор, как сложно получить разрешение на работу, тоже облегченный способ для белорусов. Смотрите, если вы регистрируете здесь фирму, иначе, члены правления, то есть это директор, да, в Польше называется презес, то есть директор, члены правления, они даже не должны быть трудоустроены на основании трудового договора, то есть они могут быть просто как функция, да, то есть даже вам не нужно трудоустраивать кого-то и там платить деньги, разве что вы хотите иметь, например, если это вы себе хотите иметь социальное страхование, то тогда да, но так нет обязательства, чтобы члены правления директора работали на основании трудовых договоров. Это может быть просто функция, что прописываете, да, как бы решение собрания учредителей, в котором мы говорим о том, что я назначаю там человека X директором. И тогда и этого достаточно. И как я уже говорила, если такой директор находится в Польше не более чем 6 месяцев в течение года, ему не нужно получать разрешение на работу. То есть он без проблем может приезжать, выезжать в Польшу на основании того, что он директор, и это указано в таком реестре КРС, да, то есть Краевой реестр Сандова, и этого достаточно. И даже сейчас, как я уже говорила, да, во время, несмотря на то, что в этом списке, кто может пересекать границу с Польшей, нету указаний, что это могут члены правления, то подтверждаю, что могут, потому что это считается так же само, как у тебя работа. И тут нет облегченного способа для белорусов. То есть можете, я говорю, сначала можете вообще не получать, а потом, когда захотите получить разрешение на работу, ну, то есть упрощенная процедура – это на основании заявления, да, то есть, которое я говорю, но она тоже на 6 месяцев, но тут уже проще в течение этих 6 месяцев, пока вам не нужно вообще ничего, сразу подать на разрешение на работу на вот это вот длительное, на 3 года, и получить на 3 года разрешение на работу. Тогда вообще как бы без проблем. И сразу, и вам сразу подавать на... Только, опять же, когда будете подавать на карту временного пребывания, да, то есть иначе выглядит процедура, то есть дополнительные предпосылки, условия нужно выполнить для тех, кто является вот членом правления компании. Там нужно еще показать обороты, информацию касательно самой компании. То есть как бы тут тоже подумайте, насколько потом, какое основание для пребывания вам будет лучше подходить, чтобы это выбрать. И тоже может в таких как бы моментах, если вдруг вы открыли компанию, а, например, не хотите быть директором в ней, потому что, не знаю, больше хотите трудоустроиться просто, чтобы быстрее получить карту временного пребывания, то можно быть прокуристом. Прокурист – это человек, который не является членом правления, но имеет право решать, принимать решения от имени компании. То есть как бы подумайте о такой функции. Полициальная школа, насколько мне известно, может быть для карты поляка, только там тоже есть оговорка, что такая школа должна быть вписана, внесена в список, который... список там при каком-то министерстве, и она должна как минимум там 5 или 4 года существовать. То есть как бы тут важно, как давно эта школа, и это проверить, чтобы это не было, что если это школа, которая только вчера открылась, могут быть проблема. Очень крутой вебинар. Первый комплимент, спасибо.
При ведении ИП и фирмы какие требования предъявляются? Найм работников, зарплаты, налоги, спасибо. Требования предъявляются от кого? Как бы в принципе, если ИП как бы открываете в Польше, то нет никаких требований. Это касается также самой фирмы, то есть общество с ограниченной ответственностью. Вам не нужно никого нанимать. Даже если вы открываете общество с ограниченной ответственностью, достаточно, чтобы был один директор, который может быть непосредственно собственник компании. Не нужно даже никого не нанимать, ни как ИП, ни как фирма. Зарплаты, но зарплаты, главное, чтобы это были минимальные, да, как я говорила, в случае трудового договора 2600 брута, если умова злицения, это 17 злотых почасовая ставка, да, B2B вообще здесь нету. Налоги ИП 17%, либо 32%, если превышаем порог, либо сразу выбираем фиксированную, там 19% ставку. Касательно компании налоги, да, в случае общества с ограниченной ответственностью, можно сказать, двойное налогообложение. Сначала сама компания платит корпоративный налог в размере 19% это стандарт, но если только начинает деятельность вести, и еще ее обороты не будут превышать в этом году 1 200 000 евро, то она будет платить маленький корпоративный налог в размере 9%. И, конечно, потом, когда выплачиваются дивиденды, но если, я не знаю, как тут много заинтересованных, кому интересен реально бизнес, об этом можно вообще сделать отдельный вебинар, потому что, если честно, мне это даже ближе, я в основном работаю с компаниями, и тут можем детально проработать именно моменты открытия общества с ограниченной ответственностью, налоги, как проверять партнеров, это так, окей. Пишут больше информации о легализации без карты поляка. Окей. Вообще про ИП хочется больше информации. Ну хорошо, может сделаем так отдельно именно про ИП и, в принципе, спулки, да, то есть общество с ограниченной ответственностью. Но, в принципе, ИП, главная проблема основная в том, что если спулку ЗОО, общество с ограниченной ответственностью, может открыть каждый, то ИП на сегодняшний момент не может открыть каждый. И это как бы основная проблема, что, например, без карты поляка будет сложно. Но ведутся сейчас, собирается внести, планируются определенные изменения в законодательстве в связи с ситуацией на Беларуси. И я не знаю, насколько это будет так, что для всех иностранцев, либо только для белорусов может быть какая-то упрощенная процедура. Открываем ИП, все, мы являемся предпринимателем, ведем бизнес, у нас налоговый номер НИП, да, печать, все, вариант, как бы тут, могу больше рассказать во время, как бы, планирую следующие вебинары. Следующий вебинар налоги и льготы на примерах Маши. Хорошо. Если ты из IT приехал по турвизе, как можно легализироваться? Вам, Барт Уайдер, рекомендую ознакомиться, не знаю, слышали вы бы о программе, которую Польское агентство инвестиций и торговли организует именно для IT-компаний. Там действительно можно получить много информации. Если нет, напишите, может, вопросы к Белорусскому дому, я передам ссылку. Про ИП отдельный вебинар, хорошо, без проблем. Про дедушка и про бабушка. Это тут не вижу вопроса. Да, если про дедушка и про бабушку, так понимаю, есть польские корни. Так как у нас осталось 3 минуты, как открыть спулку, если нет карты поляка? Какие документы для этого нужно? Чтобы открыть спулку, вам не нужна карта поляка. Какие документы нужно? Никаких. То есть, в принципе, документы готовит юрист, чтобы вы не думали, что тут рекламирую себя, то есть как бы любой юрист, да, может, там, с кем вы работаете. Спулку открыть можно онлайн, и тут важно только, чтобы у вас была электронная подпись. То есть вот этот вот EPUAP, который я говорила, да, чтобы его получить, нужно PESEL. То есть если вы уже здесь, то вам, если уже есть, вот, получите, пожалуйста, PESEL, EPUAP можете сделать это онлайн. Просто заполняйте там формуляры. Но, конечно, это лучше сделать с тем, с юристом, который умеет это делать, потому что там нужно, кроме формуляров, которые уже есть, добавить другие документы. Либо компания открывается традиционным образом, просто идешь к нотариусу, тогда нужно подготовить устав компании и
и в принципе все, да, такие, потом эти документы подаем в суд, в реестр, да, КРС, регистрируется, если через интернет делаем, компания может уже быть в течение 2 дней зарегистрирована, если традиционным путем, то можно ждать от недели до 3 недель, зависит, да, ну, 350 злотых стоит именно вот эти вот расходы, понесенные на регистрацию в суде, и регистрация в суде, уставной капитал 5000 злотых, и, понятно, потом нужно там налог заплатить 0,5 от уставного капитала, а так в основном как бы там уже только вознаграждение юриста. Поэтому небольшие расходы, документов, ну, в принципе, все готовится на бланках, ничего вам не нужно, ни карты поляка, ни... Вы даже можете, сидя еще будучи в Беларуси, открыть компанию, если дадите доверенность, да, на кого-то. Поэтому тут вообще без проблем. Турвиза, как пойти работать, не приезжая в Беларусь. Но вам нужно получать разрешение на работу. Да, только по турвизе... Чтобы начать работать, нужно получить сначала разрешение на работу, да, и потом не приезжать в Беларусь. Нужно, не скажу вам, потому что точно карту пребывания не получите по турвизе, поэтому если получите разрешение на работу, то ну, можно подумать о другом основании. То есть нужно чуть больше подумать. Тема открытия бизнеса, получения кредитования, льготы. Окей. Смотрите, если есть юрадрес на территории ЮС, Дмитрия, ну, хорошо, как уже 18:30, а вопросы еще есть, ну, чтобы как бы было пунктуально, я так понимаю, у всех тоже другие планы, я ознакомлюсь с вашими вопросами и, как говорится, учтем пожелания и сделаем просто дополнительный вебинар. Бизнес в Польше, ну, супер, востребованные вопросы, я только за об этом рассказать. И выслала вам сейчас ссылку на калькулятор вознаграждения, посчитайте. С меня все. Надеюсь, ну, хотя бы если в общих чертах останется информация, то будет уже круто. Поэтому будем информировать как бы вас, ну, как бы не совсем я, больше Белорусский дом, о следующих вебинарах. Поэтому пожелания пишите. Спасибо вам огромное, хорошего вечера. Все, вам тоже хорошего вечера и остаемся на связи. До свидания.